День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. И вот о чем мы расскажем в ближайший час. Банк России повысил ключевую ставку сразу до 21%. А у регулятора одна цель. Расскажем, какая, и самое главное, как изменятся ипотечные программы. Водители возмущены повышением тарифов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. В середине недели перевозчик увеличил цены на перевозку легковых автомобилей в 10 раз. Узнаем подробности. Доставка продовольственных товаров в северные районы Якутии завершится к концу октября. Узнаем, на каком этапе сейчас находится процесс. В Алдане тем временем продолжается реставрация памятника первым дорожным строителям. Группа энтузиастов проводит капитальный ремонт автомобиля ЗИС-5. Якутский национальный вид спорта покоряет мир. В Рио-де-Жанейро подвели итоги чемпионата Южной Америки по масс-рестлингу. Совет директоров Банка России на заседании в минувшую пятницу принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов до 21% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в прогнозах аналитиков, однако большинство экспертов ожидали повышения на 100 пунктов до 20%. По прогнозу Банка России годовая инфляция снизится до 4,5–5% в следующем году и до 4% в 2026. И, цитата, «будет находиться на цели в дальнейшем». Центробанк видит свою задачу в том, чтобы ипотека стала доступной даже без льготных программ. Но главная цель – доступное жилье, а это не то же самое, что доступная ипотека. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. На сдерживание роста цен на недвижимость будет играть охлаждение, в первую очередь, ипотечного рынка, которое происходит после отмены общей льготной программы. Но речь идет не о падении выдачи жилищных кредитов, а об их нормализации. То, цитата, что выглядит как значительное снижение продаж и выдачи ипотеки, по сути, это возвращение к более обоснованному спросу на жилье, заявила Набиуллина. В Казани завершился саммит БРИКС, который президент России Владимир Путин назвал кульминацией российского представительства. Какие еще интересные и важные события произошли на этой неделе в стране, узнаем из дайджеста Максима Кардозу. Приветствую! Эта неделя выдалась насыщенной на события. Сегодня узнаем о новых законопроектах, героических поступках и увидим ролик, который покорил соцсети. А начнем с события, которое претендует на звание главного в году. В Казани состоялся 16-й саммит БРИКС. И этот форум доказал, что ни о какой мировой изоляции России и говорить не приходится. Немного статистики. В столицу Татарстана прибыли делегации из 35 стран, из которых 24 возглавили первые лица. Председатель Китая Си, премьер-министр Индии Моди, лидеры Турции, Ирана и многие другие. На огонек даже генсек ООН Антонио Гутерриш заглянул. В общем, все флаги в гости к нам. Саммит ярко показал, что идея многополярного мира превратилась в реальность. Партнерами БРИКС стали десятки новых участников, другие уже выстроились в очередь. На полях форума обсудили замену доллара, окончание вооруженных конфликтов на Украине и в секторе Газа, реформу ООН. А Армения и Азербайджан еще на шаг стали ближе к окончательному миру. Важно выстраивать альтернативные, надежные и свободные от любого диктата многосторонние финансовые механизмы, производственно-логистические цепочки, наладить обмен технологиями и передовыми знаниями, развивать и повышать пропускную способность новых международных транспортных коридоров. Россия совместно с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как Север-Юг и Северный морской путь. И мы приглашаем к сотрудничеству все заинтересованные страны. Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ был представлен в парламент по инициативе президента нашей страны. В общей сложности в договоре 23 статьи. Они предлагают расширение сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях, науке и технологиях, в том числе в сферах космоса и мирного атома. Соглашение действует бессрочно. Больше всего внимания к себе приковала статья номер 4. Она предусматривает военную помощь всеми имеющимися средствами в случае, цитата, если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения другого или нескольких государств.
Договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Договаривающие стороны берут на себя обязательство не участвовать в каких-либо союзах, направленных против любой из них. Продолжим говорить о парламентариях. На этой неделе депутаты Госдумы выдвинули инициативу по запрету продажи сигарет всем гражданам младше 2009 года рождения, даже после их совершеннолетия. Идею уже поддержал Минздрав. И если законопроект вступит в силу, то легально купить пачку табака люди, родившиеся в 2010 году, не смогут никогда, пока действует закон, конечно. Это делается, чтобы снизить потребление никотина в России. Кстати, подобный поколенческий запрет на курение не наше новшество. Такие законы уже действуют в некоторых городах США, а Новая Зеландия в 2022 ввела ограничения по всей стране. Но уже через 2 года их отменила. Правда, не из-за протестов, а по экономическим соображениям, чтобы пополнить бюджет. Хочется рассказать и о подвиге. На этой неделе в Москве молодой человек по имени Имам, уроженец Грозного, спас 2 девушек из тонущей машины. В центре столицы автоледи не справилась с управлением, пробила ограждение набережной и вылетела прямо в реку. Парень приезжал мимо и сразу решил помочь. Он сначала вытянул первую девушку, а чтобы спасти вторую, молодой человек прыгнул в воду, вытащил, оказал первую медицинскую помощь и передал службам спасения. Я думаю, что сейчас мне многие откажут, потому что было очень холодно. Я сейчас сам тут останусь, да ничего страшного, хоть я вытащу хотя бы из машины, если получится. Вот у меня вот до сюда это очень холодно было, когда ты по голову в воде, это очень холодно. Перемещаемся на Дальний Восток. Это видео, сделанное на Камчатке, может растопить многие сердца. На нем пес, который, видимо, решил, что он медведь. Дело в том, что хозяева потеряли своего хаски и приступили к поисковой операции. С помощью дронов они обнаружили пропавшего питомца. Но он был не один. Дружелюбный пес прибился к компании медведей и не просто бродил рядом, а весело бегал за косолапыми. Дикие животные, к удивлению, не только не прогоняли и не нападали на собаку, а даже отвечали на его попытки поиграть с ними. В итоге пес все-таки вернулся домой, а хозяевам остается только надеяться, что медведи не заглянут к новому другу в гости. На этом у меня все. Дайджест подготовили Максим Кардозу и Виктор Олесов. К другим темам в Белгородскую область доставят гуманитарную помощь от якутского землячества в Москве. Это 150 комплектов постельных принадлежностей, новые, хорошо упакованное белье, одеяло и подушки, а также 20 ящиков мясных консервов, почти 1000 банок. Гумпомощь якутяне начали собирать еще 8 октября, сразу после сообщения об обстреле белгородских сел Соловьевка и Петровка. Ровно через 2 недели гумпомощь была собрана. Груз якутяне оперативно передали представителям правительства Белгородской области, и в ближайшие дни посылки дойдут до своих адресатов. Всего в акции участвовали более сотни неравнодушных граждан. По заявке Белгородского землячества мы, прежде чем собирать гуманитарную помощь, с ними советовались. Вот они сказали, лучше всего, конечно, нам необходимы постельные принадлежности. Ну и кроме того, сказали, что необходимы мясные консервы. Это мы выражаем свою солидарность, и мы с болью воспринимаем, как люди лишаются жилья, как они теряют родных, как они теряют здоровье. Поэтому мы солидарны со всеми. За 10 месяцев в Докучаевском городском округе в Донецкой Народной Республике проведена колоссальная работа по восстановлению, которую проводит Якутия. На многих объектах идут строительные ремонтные работы, большинство из которых будут завершены уже в этом году. С подробностями Александр Хавренко. Самым крупным объектом по восстановлению в Докучаевске является спортивный комплекс и бассейн. Спорткомплекс был построен в 1974 году, и с тех пор в нем не проводился ни плановый, ни капитальный ремонт. Поэтому для посетителей и для руководства спорткомплекса ремонт стал долгожданным подарком. Уже сделали полную замену кровли, частично уже... Часть осталась замена фасада. Фасад почти весь заменен и утеплен. Проводятся штукатурные работы всех помещений, которые есть в спортивном комплексе. Сейчас у нас установлена новая вентиляция в плавательном бассейне. Подготавливается новая вентиляция в дворце спорта. Вентиляция нуждался бассейн, она вообще не работала. Сейчас ведутся работы в чаше бассейна и работы по игровому залу, большому игровому залу. Мы довольны на все 1000%. В
В поселке Еленовка восстанавливается Дом культуры. В начальном плане работ этого объекта не было, но после встреч и бесед с жителями было принято решение включить его в план, чтобы в поселке появился центр притяжения. И весной начались работы. Процент готовности 60-70, скажем так, да, он должен быть уже завершен к 20 декабря. Сегодня у нас полностью завершены работы по штукатурке внутренних стен. Также завершены работы по утеплению объекта, завершены работы по ремонту, по замене окон, по ремонту кровли. Сегодня как раз работники работают вот внутри по чистовой отделке, также по электрике и по монтажу потолочного перекрытия. Долгое время Докучаевск находился в непосредственной близости к линии фронта и страдал от прилета вражеских мин и снарядов. После каждого прилета во многих квартирах и подъездах выбивало стекла в окнах. И одна из больших задач представителей рабочей группы из Якутии – вернуть окна на место. По окнам, если на квартирных домах считать, то замена после прилетов – это 1790 окон. Из них 1030 – это в подъездные окна, которые сейчас 100% поменянные, а остальные окна – это уже в квартирах. Да, все окна составляют, список окон составляется через администрацию городского округа Докучаевск и составляются чисто, которые были повреждены из-за прилетов. Во время рабочего визита в Донецкую Народную Республику глава Якутии Айсан Николаев ознакомился с ходом выполнения работ. Глава подчеркнул, что все запланированные на 2024 год объекты будут сданы в срок, а также поделился планами по дальнейшему восстановлению Докучаевска. Это и школа, это и детский центр творчества, который очень мне понравился, коллектив, но мы обязательно поддержим. Посмотрели мы также и перспективу открытия здесь молодежного центра, очень такое правильное, хорошее место найдено в центре города. Уверен, что мы сможем здесь сделать его современным, креативным, появится там и IT-центр. Наподобие таких, которые у нас в Якутии мы создаем десятками. Уверен, что вот этот пример, который мы здесь уже на Донбассе реализовали в Кировском и в Докучаевском, тоже будет очень тепло воспринят, в первую очередь, молодежи. Глава Якутии неоднократно подчеркивал, что республика, приходя в тот или иной район Донбасса, намерена не только восстанавливать города и возвращать их к нормальной жизни, но и налаживать дружеские связи между Якутией и новыми территориями на десятилетия, на века. Александр Хавренко, Петр Шестаков, Докучаевский городской округ, Донецкая Народная Республика. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Саханефтегазсбыт повысил цены на дизтопливо и бензин, при этом в топливной компании заметили, что сдерживали цены на энергоноситель на уровне прошлого года, невзирая на повышение Центробанком России ключевой ставки. Так, в Якутске бензин АЕ-92 подорожал на 5 рублей 30 копеек и стал стоить 70 рублей 80 копеек. АЕ-95 стал дороже на 5 рублей 60 копеек и теперь стоит 74 рубля 10 копеек. За литр 98-го бензина теперь придется отдать 79 рублей 60 копеек. К тому же новая цена на дизельное топливо поставила 87 рублей 90 копеек. В октябре прошлого года она была 81 рубль 20 копеек за 1 литр. Тем временем стало известно, что Якутское управление Федеральной антимонопольной службы изучит вопрос обоснованности повышения цен на нефтепродукты. Отмечу, что управление продолжает осуществлять контрольно-надзорные действия в розничном сегменте нефтепродуктов и ежедневно отслеживает изменения цен на них в республике. При обнаружении нарушений будут применены соответствующие меры антимонопольного реагирования. Водители, в свою очередь, возмущены повышением тарифов на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. В середине недели перевозчик парома Якутии увеличил цены на перевозку легковых автомобилей в 10 раз. Как обстоят дела на паромной переправе, расскажет Вероника Таюрская. Несколько суток водители легковых машин и большегрузов стоят в километровых очередях на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях. Как отмечают водители грузовых автомобилей, у них заканчивается топливо и на исходе продукты питания. Встречаются на переправе и наглые водители. Мы бы
быстрее заехали сюда. Просто легковушки в наглую все заперлись напропалую. Потом гаишники приехали, начали регулировать. Но я стою, получается, в 3 часа будет 2 суток. Уже второй день уже. Надо побыстрее надо ехать. Стоим, ждем очередь. Не знаю теперь, что будет до вечера. Печально, можно сказать, даже. Вот, заранее надо было все как-то предусмотреть, чтобы это все было как бы людям, чтобы таких положений чтобы не было. Сначала большие грузы, потом легковые машины. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях ситуация остается напряженной. По данным на 24 октября, перевозчик парома Якутии поднял тарифы на перевозку легковых автомашин до 10 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей для внедорожников и микроавтобусов. По словам руководителя компании Николая Ефимова, эта мера является вынужденной, так как грузовые автомобили с жизнеобеспечивающим грузом не могут попасть на паром. Это вынужденная мера такая была, которую мы сегодня предприняли для того, чтобы главная задача завести народно-хозяйственные груза в город Якутск и обратно машины отправить уже на другой противоположный берег. Согласно нормативу, установленному Государственным комитетом по ценовой политике Якутии, тариф на легковые машины в период межсезонья должен варьироваться от 1000 до 3200 рублей в зависимости от массы. Для контроля, мониторинга и при необходимости оперативного регулирования организовано дежурство ответственных лиц Министерства транспорта Якутии. Ситуация на реке с каждым днем, грубо говоря, ухудшается. Это связано уже с низкими температурами и так далее. Хочется отметить то, что на сегодняшний день действительно по данному факту надзорными органами совместно с Роспотребнадзором, транспортной прокуратурой проводятся мероприятия по проверке. В пятницу председатель правительства Якутии Кирилл Бычков созвал срочное совещание, где приняли участие представители компаний-перевозчиков, Министерства транспорта, правоохранительных органов и Государственного комитета по ценовой политике. Обсудили сегодня с паромами Якутии тоже ситуацию по ценовому регулированию. Руководителю я указал на то, что основной задачей правительства и Госкомцен является сдерживание тарифов для того, чтобы они не росли для населения. Поэтому мы этой позиции будем придерживаться. Поэтому я думаю, что здесь и юридическая сторона вопроса, она абсолютно обеспечивается, и обеспечит поддержку, потому что мы должны, конечно, прежде всего, это основной вид перевозки, мы должны следить за тем, чтобы этот тариф не взлетал. По итогам совещания генеральный директор компании «Паромы Якутии» Николай Ефимов сказал, что легковые автомобили не будут допускаться на судно. Отказать в перевозке легкового автотранспорта. Решение согласовано с Минтрансом Республики и транспортной прокуратурой. Конец цитаты. На паромной переправе Якутск-Нижний Бестях ситуация остается напряженной. Как мы видим, сохраняются километровые очереди из больших грузов. Отдельная очередь на накопители создана для легковых автомобилей. Уже 3-е сутки, а ребята уже 4-е уже пошли. Огруженные шинами для нашего предприятия. Также наше предприятие ССТ. С понедельника, считай. Ребята приезжают, дают обед, там ужин. Прорываемся как-никак. Могли бы побыстрее проехать. А так они без очереди лезут. Вчера там стояли у дорог. Вот сегодня до сюда дошли. А дальше не знаю, как будет. С накопителя только 10 машин, по-моему, выехали. Легковушки. А большие грузы там несколько. Почти 31. По данным Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии, на паромной переправе Якутск-Нижний Бестях функционирует 4 парома, каждый из которых совершает рейсы туда-обратно в течение 6-8 часов, включая загрузку-выгрузку. В ближайшее время переправа по данному маршруту закроется. По поручению председателя правительства Кирилла Бычкова к перевозке легкового и грузового автотранспорта по маршруту Жатай-Тихтюр приступили паромы с ледокольным сопровождением. Планируется, что перевозка будет осуществляться круглосуточно по мере заполнения паромов. Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Начали свою работу и суда на воздушных подушках по маршруту Якутск-Нижний Бестях-Якутск. Они осуществляют движение со станции, расположенной на 204-м микрорайоне, она называется Намыв.
настоящее время на линию выходят порядка 20 единиц с 7 утра и до 6 часов вечера. Стоимость проезда составляет 5000 рублей. Повышение связано с ухудшением погодных условий и дополнительными расходами на топливо. За 2500 человека. Неприятно, но куда деваться. Ну, единственное, хорошо, быстро. 10 минут и тут. Посылку отправил. Вот удобно стало, чем 203-м. Как бы так. И цены нормальнее, чем в прошлом году. 2 раза дороже было. За 1000 отправлял, в этом году попросил, оплатил 500 рублей. Сейчас буквально через 20-30 минут доедет. Вот позвонил, они вот на ЖД вокзале встретят. Доставка продовольственных товаров в северный район Якутии завершается к концу октября. Общий план завоза составляет порядка 8500 тонн продовольствия. Из них более 5000 уже доставили. Подробнее о том, как проходит этот сезон и какие нововведения появились, знает Даяна Федорова. Арктическая торгово-логистическая компания обеспечивает сухогрузами жителей 237 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов республики. План завоза водным транспортом выполнен на 100%. В настоящее время идет работа по доставке сухогрузов авиационным путем, в том числе в Оленёкский, Момский и Анабарский районы. Товар, поступающий на склады, проходит строгую проверку и тщательный отбор. Картофель в этом году завезли с Алекминского и Мегино-Кангаласского районов. Его сначала очищают от земли, затем сортируют на ленте и отправляют на сушку, после чего его фасуют по мешкам и распределяют в качестве грузов по населенным пунктам республики. В этом году у нас лето засушливая была, дождей не было, поэтому картофель, морковь, свекла чуть-чуть вот так они выросли, мало. А капуста как раз хорошая выросла, много. Такой же процесс проверки проходят все овощи, которые поставляются на север. Для улучшения ситуации с завозом товаров к концу следующего года будут функционировать 13 торгово-логистических центров для снижения стоимости, расширения перечня и улучшения качества продуктов питания на севере. На сегодняшний день у нас уже функционирует 8 торгово-логистических центров. В этом году мы вводим 2 новых объекта в Верхоянском районе, поселке Подагай, и в селе Хану Момского района. И уже начато строительство еще 3 объектов, которые мы будем вводить в следующем году. Это в Оленёкском, Видно-Бутантайском и Алайховском районах. Объем завоза овощей с момента строительства центра вырос в 5 раз. Также вводятся новые схемы логистики доставки продовольствия. В прошлом году опробовали завоз продовольствия по реке Колыма с использованием специальных катеров. За 17 рейсов было завезено более 114 тонн продуктов. Мы доставляем с Владивостока до поселка Семчан. И оттуда уже на мелкосидящих катерах до Среднеколымска и до Верхнеколымска доставляем расширенный ассортимент. Также еще мы с прошлого года опробовали новую схему доставки в Оленёкский район. В прошлом году попробовали 5 тонн, в этом году более 20 тонн уже доставили. Ну а завоз на север силами малой авиации начался с июня. На сегодняшний день доставлено 53 тонны из 155,5 тонн. Всего же до конца этого года воздушным транспортом планируется перевезти 442 тонны. Даяна Федорова, Джолстайн Накентьев, Якутск. В связи с похолоданием участились и случаи выхода на тонкий лед и неравномерно выросший лед. Люди, не знающие правил безопасности и поведения на льду, могут стать случайными жертвами холодных водоемов. На данный момент выход на лед строго запрещен и уголовно наказуем. Также введены штрафы в размере 5000 рублей для граждан, от 20 до 50 тысяч для должностных лиц и для юридических от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Потом наклоняемся в бок. Ни в коем случае сейчас, в этот период, мы не идем по льду, потому что мы с вами привыкли на протяжении всего лета обходить водоемы. И надо еще маленько потерпеть, также обходить водоемы. Некоторые пытаются срезать путь, кто-то пытается просто поиграться на водоемах. Ни в коем случае мы это не делаем. Даже если вы решили выйти на водоем, там, покидать камушки, то одному, ни в коем случае мы это не делаем. Как минимум идем вдвоем-втроем, чтобы можно было друг за другом наблюдать. Потому что этот период, именно когда разрешат официально выходить на водоеме до этого периода, еще есть какое-то определенное время. Надо будет смотреть на знаки, смотреть на состояние самого льда, водоема. За прошедшую неделю в травмпункт Якутска обратилось 169 человек, получивших ушибы, вывихи и переломы вследствие гололеда. Как отмечают врачи, количество обращений остается на том же уровне, что и годами ранее.
Больше всего подвержены травмам населения старше 40 лет и люди, носящие неудобную обувь. А среди наиболее распространенных травм лидируют повреждения голеностопного сустава, переломы внутренней и внешней лодыжки и лучезапястного сустава. Если все-таки вы упали, вот, допустим, нужно будет сразу обратиться, не ждать ни 2-3 дня, неделю. Лучше заранее подойти, обследоваться и удостовериться, что у вас нет перелома. Потому что бывают случаи, что пациент упал неделю назад, 2 недели назад, и все это время терпел самостоятельно, принимал болеутоляющие, а у него, оказывается, перелом. Ладно, это перелом без смещения, а бывает со смещением, которое уже спустя 2 недели, бывает, уже начинает консолидироваться, то есть срастаться, схватываться, косточка начинается. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите программу «Якутия день за днем». Мы продолжаем. В Нерингре на объектах водоканала продолжаются работы по реконструкции оборудования. Это позволит повысить надежность работы объектов и сократить энергозатраты. Подробности в материале далее. Работы по реконструкции существующих и строительству новых объектов Нерингринского водоканала являются ключевым элементом в стратегии развития коммунальной инфраструктуры, направленной на обеспечение нерингринцев качественными и надежными услугами водоснабжения и водоотведения. В городе Нерингре уже заканчивается второй этап реконструкции водопроводно-канализационного хозяйства. Стоимость проекта 1 миллиард 174 миллиона рублей. В него входит замена резервуаров чистой воды на Верхненерингринском водозаборе, значит, строительство электролизных установок для обеззараживания источной жидкости и холодного водоснабжения. В этом году запланировано завершить реконструкцию водоводов номер 3 и 4, идущих от насосной станции 3-го подъема до Амулинского водозабора. По этим веткам трубопровода осуществляется обеспечение холодной водой жителей поселка Серебряный Бор. Завершается второй этап масштабной реконструкции объектов Нерингринского городского водоканала. И по состоянию на сегодняшний день 80% работ уже практически выполнено, и к концу года они уже должны завершиться. Масштабные работы на объектах Нерингринского водоканала ведутся за счет средств Фонда национального благосостояния. По завершению реконструкции на следующий год запланировано восстановление поврежденной городской инфраструктуры – тротуаров, лестничных переходов и дорожного полотна. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерингри. Также в столице Южной Якутии планируется строительство приюта для животных. Это важный шаг к решению острой проблемы. Ранее Нерингринской городской администрации уже был заключен контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство приюта, но выбранная организация не выполнила своих обязательств, и контракт был расторгнут. Также рассматривался вариант проведения реконструкции здания, расположенного в промышленной зоне города, но по результатам проведенной экспертизы оно было признано аварийным. В настоящий момент контракт на разработку проектно-сметной документации на строительство приюта заключен с компанией «Якут-Индустрия». Срок исполнения – 25 декабря этого года. Конструктивно сам приют будет состоять из 4 частей. Авиасцетийный блок с небольшими вольерами для кошек, 2 одинаковых блока с вольерами для собак и отдельно стоящее здание изолятора карантина. Вместимость проектируемого приюта составляет 149 животных. Согласно предоставленной информации от подрядной организации, к концу октября планируется завершение всех необходимых разделов по проектированию и начало работ по составлению сметной документации. Ориентировочная дата сдачи проектно-сметной документации на прохождение государственной экспертизы 5-10 ноября. Проблема на грани отчаяния. Жители Сергелявского шоссе столкнулись с нарушениями, связанными с мусорной точкой в районе медцентра. Из года в год жители всего района в него выбрасывают разного рода мусор. Наша съемочная группа решила разобраться в проблеме. Подробнее в следующем материале. 15 октября, суббота. Картина у нас ухудшилась, наверное, в раза в 2. Тут скоро можно будет жить. Вот даже детские кресла, одеялки есть. Ой. Приехали, еще складировали строительный мусор, вот в мешках лежит.
Санитарная точка, расположенная по Сергеляхскому шоссе в районе медцентра, уже давно превратилась в стихийную свалку. Крупногабаритные объекты, бытовой утиль и строительные материалы. Мусор приходит в огромных количествах, больших, чем это может позволить сама точка. Вот даже бросают отходы для собак, чтобы сюда вот пришли и кушали. Что будет потом с нами, с нашими детьми? Эти бездомные собаки набросятся. Столько ужасов и кошмаров, постоянно творится у нас. Жители района уже на протяжении 3 лет борются с данной проблемой. По их словам, в 2023 году им удалось добиться закрытия свалки, но уже через год ее деятельность была возобновлена, что вызвало негодование жильцов близлежащих домов, которым мусор и неприятный запах от него разносятся ветром по всей округе. Жители требуют перенести санитарную точку в другое место, но пока не добились положительного ответа. На сегодняшний момент, по официальной информации от управы Сайсарского округа, данная точка временно закрыта. В ближайшее время планируется установить столбы освещения, а также камеры видеонаблюдения для привлечения к административной ответственности, так сказать, серых перевозчиков, которые привозят на грузовиках очень много, так сказать, крупногабаритного мусора. Вот на сегодняшний день мы подрядной организации вывозим, и до этого мы тоже вывозили более 60 кубов мусора. Все это вывозится на городской полигон города Якутска. Что касается компании «Якутск Экосети», то на данный момент ее работники не могут начать работу по вывозу, пока санитарная точка не будет полностью обустроена, в том числе емкостями и баками для мусора. Именно 22 числа эта санточка появилась в реестре. По факту сейчас эти мусоросборники, то есть баки мусорные, отсутствуют до сих пор. Санточка не обустроена до конца. То есть включение в реестр произошло формальное, бункеры и контейнеры отсутствуют. Таким образом, региональный оператор не имеет технической возможности осуществлять механизированную выгрузку контейнерного хозяйства, которое отсутствует там. И, по сути дела, вот там образовавшуюся несанкционированную свалку вынуждена сейчас убирать управа Сайсарского округа, что она и делает. Появление освещения и камер видеонаблюдения повысит безопасность самой точки, а также более не позволит серым перевозчикам и жителям других районов выкидывать сюда крупногабаритный мусор. Вместе с тем пройдет установка емкостей и баков для мусора. Их установка должна будет пройти до середины следующего месяца. Мы внимательно будем следить за ситуацией. Тимур Калмогоров, Григорий Хлопков, Якутск. Переселение людей из непригодных для жизни домов в новые комфортные квартиры – это большая задача, которая в полном объеме реализуется сегодня в Ленске благодаря совместным усилиям администрации города и дирекции жилищного строительства республики. До конца этого года в Ленске 2 застройщиками планируют создать еще 4 новых многоквартирных дома и заселить в них более 500 человек. С начала программы было представлено 924 квартиры. Компенсацию за аварийное жилье получили жители из 811 аварийных квартир. До окончания сроков программы остался год. За это время необходимо достроить еще 4 9-этажных дома. Такие основные оргвопросы решены, участки распределены, заключены договоры аренды земельных участков, разработаны проектно-сметная документация по строительству этих объектов. Вообще у нас до конца программы, кроме тех домов, которые мы будем принимать в конце этого года, у нас до конца программы надо еще построить, которые уже строятся на Пролетарской, Орджоникидзе и Чапаева дома, еще 4 9-этажных дома. Получается, переселим мы чуть больше 500 человек в конце этого года. Ну а в Алдане продолжается реставрация памятника первым дорожным строителям. Группа энтузиастов проводит капитальный ремонт автомобиля ЗИС-5, являющегося одной из визитных карточек города. Ожидается, что легендарная полуторка проедет по улицам своим ходом. С процессом реконструкции знакомились и наши коллеги. В одном из гаражных боксов объединения «Содействие развитию предпринимательства» развернулась мастерская, в которой идет восстановление автомобиля ЗИС-5. Это одна из первых машин автомобильного хозяйства Южной Якутии, зарождавшегося в 30-е годы прошлого столетия. Сегодня легендарная трехтонка является одной из визитных карточек города. В 1979 году она была установлена как памятник дорожным строителям. Но вот уже почти месяц постамент пустует. Машина встала на капитальный ремонт.
Основная цель в ремонте этой автомашины, то есть чтобы она выглядела как можно ближе к его истинному виду и чтобы, естественно, она двигалась. Сварщик Вадим Люлечкин сейчас реставрирует кабину. Многие детали в ней будут выполнены из дерева. Задача масштабная и работы предстоит много. Очень много. Вот от одной кабины только 96 чертежей. То есть каждая деталь полностью прописана, прорисована. Делаем шаблоны в натуральную величину, вот такие. Потом уже переносим все это на дерево. Вадим работает в строгом соответствии с чертежами. Графические изображения подсказывают мастерам, что и как нужно делать, чтобы дать полуторке вторую жизнь. Документы со схемами в прямом смысле бесценны. Достать их оказалось весьма непросто. Очень сложно было найти вот именно чертежи, потому что вот эти чертежи, именно это копии с чертежей 50-го года. И поделился с Ульяновска. Тоже энтузиаст один, он тоже занимается реконструкцией, восстановлением вот таких автомобилей. Восстановить автомобиль, являющийся частью истории района, было решено по инициативе властей города. Идею поддержал коллектив объединения. Над воссозданием машины трудятся 7 человек. Фары, все различные элементы кузова, траверсы, рама – это все оригинальное, все кованая, скажем так, не штампованная, как это делают сейчас. В первой половине прошлого века в Южной Якутии на этой машине, в числе других, начинали работать дорожные строители. Некоторые детали ремонту не подлежат, и аналогичные запчасти будут выполнены в мастерской СРП. А часть агрегатов, как, например, задний мост, напротив, сохранилась достаточно хорошо. Все запчасти были смазаны, то есть никакой ржавчины, то есть минимальная ржавчина, то есть очень сохранено хорошо. Износ деталей вообще минимальный. Между тем, некоторые характеристики автомобиля будут полностью изменены. При современных технологиях эксплуатация машины военного времени едва ли возможна. Так, используемые ранее виды топлива сейчас попросту не производятся. Самая большая проблема – это двигатель. Это двигатель, потому что двигатель этот предназначен для работы на низкооктановых бензинах, и запустить его на 92-м бензине, который сейчас распространен, очень будет проблематично. Придется применять ряд технических изменений в этом двигателе, чтобы попробовать его запустить на 92-м бензине. Максимальная скорость автомобиля составляла порядка 30 км в час. В прошлом он преодолел тысячи километров дорог. Ожидается, что полуторка вновь встанет в строй в День Победы. В колонне ретротехники машина проедет по улицам города. А инициаторы восстановления ЗИС-5 сейчас продумывают еще один момент. И вот тут возникает вопрос сохранности этой машины. Как ее сохранить, чтобы она была в хорошем состоянии? Потому что машина восстанавливается полностью, детализованно, будут восстановлены и стекла, и двери, и окна, максимально приведена к оригинальному состоянию своему. Мастера предполагают, что капитальный ремонт полуторки займет не 1 месяц. После пробега в ретроколонне автомобиль вновь будет установлен на постамент по улице Мегина-Кангаласской. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутске завершился межрегиональный форум «Рынок труда». Панельная сессия была посвящена вопросам трудоустройства, квотирования рабочих мест для участников СВО и членов их семей. Основная цель – выработка предложений по совершенствованию содействия в трудоустройстве. Двудневный форум собрал более 500 участников. Выступления прошли на 5 дискуссионных площадках. Участники обсудили рынок труда и кадровые проблемы Дальнего Востока и Арктики, а также участников специальной военной операции.
будет в доступе. Практически по всем базовым отраслям, такие как строительство, транспорт, логистика, энергетика, требуются специалисты и рабочие профессии. Нехватку также испытывают и социальные отрасли экономики, такие как здравоохранение, образование, чего греха таить, и в государственном управлении уже формируется достаточно острый дефицит квалифицированных и компетентных кадров. Поэтому этот межрегиональный форум должен ответить на эти вызовы. На этой неделе был дан старт регионального проекта «Моя первая профессия» в Мирнинском районе. Сам проект представляет возможность учащимся старших классов получить образовательный сертификат, обучившись и освоив самые востребованные и актуальные профессии сегодняшнего дня. Мирнинский район стал одним из первых участников нового регионального проекта «Моя первая профессия», направленного на профориентацию и профессиональное развитие школьников. В рамках этого проекта 40 детей из населенных пунктов Мирнинского района и 5 ребят Оленёкского и Эвенкийского национального района получили уникальную возможность пройти бесплатное обучение по 2 востребованным программам «Вожатый» и «Цифровой куратор». По словам заместителя председателя Комитета Госдумы Российской Федерации по образованию и науке Любовь Духаниной, цифровой куратор – это первая в обществе инициатива, целью которой является не только помочь людям расширить свой кругозор, но и дать возможность коммерциализировать приобретенные знания. А что такое быть вожатым? Быть вожатым значит совмещать в одном лице педагога, организатора, аниматора, психолога, друга, старшего брата или сестру. Благодаря соглашению Центра дополнительного образования города Мирный и IT-центра «Оленёк» нашему району дали возможность участвовать в данном проекте. Это уникальная возможность получить первую профессию в населенных пунктах у себя на местах. Из Оленёкского и Эвенкийского национального района будет обучаться 5 детей из сел Оленёк и Харелах. В декабре мы бесплатно получим нашу первую профессию. Проект «Моя первая профессия» ставит перед собой амбициозные цели по подготовке будущих специалистов с начальными навыками работы в выбранной сфере. Основная идея заключается в том, чтобы дать школьникам практические знания и умения, которые помогут им сделать осознанный выбор профессии и начать свой карьерный путь еще до окончания школы. Это же замечательно. Они вместе с аттестатом получают свидетельство о профессии, которое, конечно, несомненно поможет в выборе своей профессии будущей и, конечно, повысит и конкурентоспособность. Но я еще считаю, что проект уникален для тех, потому что он нацелен на населенные пункты, которые население менее 20 тысяч. У нас в городе Мирном, как вы знаете, на базе 8-й школы реализуется дуальное образование, когда школьники города Мирного могут получить профессию, уже тоже обучаясь, например, в школе. Да? Тогда вот в этом проекте у нас участвуют дети, например, других поселений. Мирнинский район стал единственным, где отбор для реализации проекта прошли сразу 2 центра. Центр дополнительного образования и региональный технический колледж. Реализация данного проекта проводится по 4 профессиональным программам. Это сварщик дуговой сварки плавящим покрытым электродом, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования и оператор по добыче нефти и газа. Общая квота на сегодняшний день у нас составляет 70 человек. Но могу еще добавить о том, что мы данный проект уже с 2023 года ведем самостоятельно. В этот проект вступил у нас политехнический лицей. В 2023 году у нас закончили ребята, школьники, да, в количестве 8 человек по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. По окончании обучения участники проекта получат свидетельство установленного образца, подтверждающее их квалификацию. Эти документы могут быть использованы при поступлении в высшие учебные заведения или при трудоустройстве. Обучение по данным профессиям проводится очно в наших мастерских. То есть оборудованных по современным технологиям. Обучение проводят наши преподаватели, мастера производственного обучения и также наши преподаватели-совместители из акционерной компании «Алроса» и нефтяных организаций.
По окончании обучения ребята получают свидетельство о рабочей профессии с присвоением квалификации, например, электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования 3-го разряда. То есть всем выдается документ государственного образца, с которым они могут уже пойти работать в компании нашего района, нашей республики и так далее. Важно отметить, что проект не ограничивается только этими программами и планируется его дальнейшее расширение за счет включения новых направлений и профессий в будущем году. А обучение, которое проходит без отрыва от основного образовательного процесса, позволит школьникам приобрести ценный опыт, знания и навыки, необходимые для будущей успешной карьеры. Анна Васильева, Якутия, день за днем. В Якутию вернулась многодетная семья Соловьевых, которая стала одним из победителей всероссийского конкурса «Семья года». В аэропорту их встречали представители Министерства труда и социального развития региона, а также ресурсного центра «Победа». Они выразили слова благодарности за представление Якутии на всероссийском конкурсе и пожелали новых совершений. Напомню, кочевая многодетная семья Василия и Елены Соловьевых из Мумского района победила в номинации «Семья-хранитель традиций». В тайге-то, чтобы в тайге прожить, это с утра, конечно, начиная с костра, начиная с воды, это каждый день, каждую минуту надо все равно быть чем-то занятым, чтобы не замерзнуть, чтобы еду себе приготовить. Вот. У всех свои обязанности, все заняты, потому что без этого и себя не прокормишь. В Хандыге на базе Тампонской модельной библиотеки впервые состоялся фестиваль семейного творчества, на котором были проведены мастер-классы от изготовления пирожных до кастомизации, а также выставки и гаражной распродажи. Подробности в материале наших коллег. В Тампонской модельной библиотеке необычный день. Здесь проходит фестиваль семейного творчества. В фойе встречают гаражной распродажей, а в роли продавцов – дети и родители. Я сегодня пришла в библиотеку, и я продаю крашки, игрушки, сквиши. И оказывается, продавцом быть несложно. Только надо научиться уметь читать и не стесняться. И я получила 1000 рублей. На всех площадках параллельно идут мастер-классы. На первом этаже организованы рабочие пространства для изучения цифровой живописи, обучению видеомонтажу. На втором проходят выставка и мастер-классы по завязыванию туристских узлов, по созданию закладок в технике гербарии, изготовлению пирожных и брелоков из натуральной кожи. Было очень приятно, что родители и дети совместно приняли участие в мастер-классе по приготовлению сладкого пирожного. Детям очень понравилось использовать миксер, блендер. Они узнали происхождение, откуда появилась картошка, историю небольшую. И спасибо большое родителям, что они приняли активное участие, помогли нашим ребятам. В этот день каждый нашел себе дело по душе. А главное, родители и дети смогли вместе полезно, весело и интересно провести свой выходной. Прям замечательное, интересное мероприятие для того, чтобы позаниматься с ребенком и показать какую-то другую сторону, кроме гаджетов. Кроме всего прочего, мы очень часто бываем в библиотеке. Я сама часто хожу, так как являюсь активистом, приучаю детей к тому же. Ну и посещайте наши мероприятия, потому что организаторы их действительно классные создают. Стереотип о том, что в цифровую эпоху обычные библиотеки теряют свою актуальность, ломают модельные, где есть кинозалы, IT-парки, игровые зоны. Такие современные условия стали возможными благодаря нацпроекту «Культура», которые и были продемонстрированы на первом фестивале семейного творчества в Тампонской библиотеке. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Детское медийное объединение «Бумеранг» дало старт медиамарафону без срока давности «Непокоренные среди школьников Якутии». Всего в проект вовлечено порядка сотни учеников школ столицы. Основными ее участниками стали дети, занимающиеся в детских и юношеских журналистских объединениях. Цель конкурса – сохранить историческую память о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны. В программу медиамарафона вошли мастер-классы по съемке учебных фильмов, лекции и практические занятия. Главная задача детей, используя кадры аудиовизуальной хроники, создать фильм. Ну а победители медиамарафона смогут провести отдых в международный детский лагерь «Артек». По большому счету, конечно же, мы
нацелены на то, чтобы к 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне, конечно, наша молодежь еще больше узнала о тех подвигах, которые совершили их дедушки, наши отцы, да, вот, во время Великой Отечественной войны. И вот та документальная кинохроника, которая предоставлена для работы молодежи, чтобы они воочию посмотрели эти данные и реализовали свои какие-то вот проекты. В лучших традициях циркового искусства Государственный цирк Якутии имени Марфы Сергей Расторгуевых представляет цирковое этношоу «Земля мамонта». Представление обещает поразить зрителя трюковым разнообразием, эпичными художественными образами и креативной режиссерской задумкой. Стихийная зрелищность, захватывающий дух номера, яркость костюмов и фантазийные декорации перенесут зрителя на тысячелетия назад. Помимо этого, артисты из Республики Беларусь покажут 2 номера «Скрипичный ключ» и «Трапеция». «Земля мамонта» объединит в себе народную традицию и современную энергию. Ну а оформление спектакля представляет собой синтез 2 направлений – этники и рок-музыки. Хорошая такая изюминка есть у якутского цирка. У них задействован каждый артист. Один артист может работать сложных несколько номеров, где он там прыгает, акробатические элементы или воздушная гимнастика. И не в одном номере воздушного жанра, а в нескольких. Это так ценится. И вот эта массовость, картинка, масштаб. То есть вот это кажется, надо видеть. Да, вот это надо видеть. Не во многих цирках такое есть, мне кажется, чтобы такой коллектив и как бы вот так вот работал. Да, это надо видеть. Это приходите обязательно. Зовем всех зрителей прийти, посмотреть своими глазами. В Рио-де-Жанейро подвели итоги чемпионата Южной Америки по масс-рестлингу. На помост вышли спортсмены из Бразилии, Аргентины, Боливии, Уругвая и Чили. Действующий чемпион Европы Эдмандо Памино вновь доказал свое первенство, а богатырь Де Сильва победил в битве 105-килограммовых титанов. Открытие чемпионата – женский зачет. Самые яркие схватки смотрим в сюжете Айсены Бурнашовой. Сильная и ловкая, Скай называет себя пропозитал, что с португальского значит целеустремленная. Иначе как объяснить? Впервые вышла на помост и победила дважды. Я сама из Рио-де-Жанейро и очень благодарна чемпионату. Это огромная возможность быть здесь и прежде всего выиграть медали, сразу 2. Сначала в весовой категории 85 килограммов, затем в абсолютке. Я счастлива. А вот пример настоящего упорства для Суэллен – это 2-й чемпионат. Предыдущий был в апреле, тогда она заняла 2-е место. За полгода девушка изучила технику масс-рестлинга, скинула 10 килограмм. Как итог, улучшила результат. Теперь обладательница золотой медали. Я хотела бы поблагодарить тренера Рикардо Норте, который каждую неделю проводит специальные тренировки. Он каждую неделю помогает. Очень приятно, что я выиграла в своей категории. Среди мужчин свое первенство вновь доказал Эвандро Памино, действующий чемпион Европы и сильнейший в Южной Америке. 90 килограмм стальных мышц, косая сажень в плечах. В России бы сказали «богатырь», а в Бразилии на португальском «герой». Я занимаюсь масс-рестлингом 6-й год. Хочу продвигать этот вид спорта в Бразилии и за ее пределами. Это моя мечта. Еще одна заветная мечта – это стать чемпионом мира. Я хочу добиться этого в текущем году в Кыргызстане. Я готов. Я иду за золотой медалью. Чемпионат мира по масс-рестлингу пройдет в Кыргызстане через 1,5 месяца. Сильнейшие атлеты Южной Америки могут попытать удачу в Бишкеке на международной арене. А пока в Рио подводят итоги. Соревнования прошли по 14 весовым категориям среди мужчин и женщин. Уругвай увозит домой 1 золото и 1 бронзу. Чили – 1-е место абсолютки. Все остальные медали остаются в Бразилии. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Рио-де-Жанейро. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.